Глава государства принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Нурлан Ермекбаев вступил в эту должность 1 января. Он рассказал президенту о работе ШОС и приоритетных направлениях сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего совершенствования деятельности организации, активизации связей с международными объединениями, а также продвижения выдвинутой Казахстаном инициативы ШОС о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие. До конца года в Казахстане откроется Международный центр искусственного интеллекта Алем AI. Площадка позволит привлекать инвестиции, внедрять лучший мировой опыт и инновации. Об этом накануне в интервью газете «Анатолия» рассказал президент страны. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что теперь важно обучить молодежь использовать технологии искусственного интеллекта в школах, колледжах и вузах. В прошлом году 15 университетов страны уже внедрили курсы компании Google по искусственному интеллекту. В разработке вопрос реализации специальной программы подготовки специалистов в области ИИ. Опыт проекта «Клиника одного дня» внедрят по всему Казахстану. Это обеспечит доступность инновационных методов диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с пороками развития. Обследование и получение результата происходит по одному принципу одного окна и в течение одного дня. Такой возможностью в стране уже воспользовались свыше 35 тысяч женщин. Еще один проект «Фетальная медицина» позволяет корректировать и лечить ранние патологии плода. На сегодня проведено 20 таких внутриутробных операций. Бортовые самописцы самолета азербайджанских авиалиний, который потерпел крушение под Актау, доставлены в Бразилию. Об этом пишет одно из изданий этой страны. Специалистам Национального агентства гражданской авиации Бразилии и компании Embraer предстоит заняться расшифровкой записей полета и переговоров экипажа. Ожидается, что результаты помогут установить точные причины и обстоятельства трагедии. Предварительные результаты будут обнародованы в ближайшие недели. Метель и гололед прогнозируют синоптики сегодня на большей части Казахстана. Штормовое предупреждение объявлено сразу в 16 регионах. Низовую метель прогнозируют на севере и востоке страны, а также в Павлодарском и Костанайском регионах и области Абай. Порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду. Возможен гололед на юге, западе и в центре республики туман. В столице туман, гололед и ветер.